Привет, мы приехали в барахольный магазин. Значит, всякие палатки, все, диски, коврики. Ну, они очень. Тут, значит, как обычно, горшки, да? Тут шатер, а вон там всякие, видите, палатки, пледы, матрасы, коврики. Вот видите, это все, ну, такое вот, типа накрываться, чтобы. Постелька даже вроде есть. Значит, как обычно. Всякий модный шмот. Модный шмот. Может что-то подобрать себе. Интересное. Рубашки есть. Сколько такая рубашка стоит? 6 евро. Приличная цена. Стандарт 6. Я пойду в магазин. Угу. Тут всякие такие кофточки. 8 евро. Колузил. Ух ты. Что за фирма? Как красиво. Сколько такая стоит? 5 евро. Фирма какая, непонятно. 6 евро. Это Герри Вебер. Герри Вебера здесь очень много бывает. Гина Бинотти. Ой, сняла ее. Так, тут более светлое что-то все, уже более летнее такое. Футболка. От кого эта футболка? Лаура. Торелли. Что? Лог. 5 евро. 7 евро. Вот. Спрингфилд. Тут уже более такое яркое все. Там белое более, тут более яркое. Спортивное. А, это вообще детское. Манго. Всякие. Ну, стоимость ого-го, я вам скажу. Потому что в магазине можно, ну, конечно, китайскую купить. Там, да, тоже за эти деньги. А тут поношенная. То есть понятно, что да, это типа дорогие вещи. Но не всегда они, конечно, того стоят, чтобы платить там за них большие деньги. Ну, это красивая кофточка, ничего не скажешь. Ну, вот без рукавов все. Я вот ношу только с рукавами. Мне кажется, у меня некрасивые руки, толстые. И я больше всего ношу, конечно, все с рукавами. Вот это красивое. Вот. Просто футболка.
Майки, одни сплошные майки. С рукавами вообще мало чего есть на лето. Ну и размер тоже не всегда вот так возьмешь и подберешь себе, да, размерчик. H&M 5 евро. Так она и так иногда в H&M-то. Можно за эти же деньги в H&M купить одежду. Она, ну, не сильно скидку-то сделали, я так понимаю. Ладно бы еще что, но не H&M, конечно. Потому что, ну, и Оливер тоже дешевая одежда. И продают еще снова здесь. Я вот не во всех разбираюсь, да, марках. Но эти-то я уж точно знаю, что они недорогие сами по себе. И можно в магазине новую купить за ровно эти же прям деньги. Новую. То есть зачем ее продавать? Это на украинском? Я не знаю. Ну а как, если... Какого болгарский? галак? Я не знаю. Так на начале книги-то, ой, тут Хермес. Денис. 2004 год. Ленный. Подарили. А, тетя Надя, Ванко. Надя и Ванко, вот видишь? Издательская Хермес. Сейчас найдем какая-то страна. Это оригинальная. Сейчас я найду. Надо где отпечатано найти в конце, может. Ну, Пловдив город какой-то. ну Болгария, я же говорю, это болгарский язык. Ну, болгарский это язык, болгарский. Вот похож он как бы на русский, на украинский, но видишь, по-другому. У меня есть на канале люди из Болгарии, подписчики, и они прямо этими же примерно словами пишут. Я уже выучила, как болгарский язык выглядит. И я уже знаю, что это болгарский. Красивая рубашка. Прям реально красивая. Прям реально хорошая рубашка. Шикарная. Ну, тут очень долго надо перебирать, чтобы найти реально дорогую вещь. Правда, долго. Это надо прям стоять. Вот вы нашли вещь, да? И гуглите, сколько она стоит в интернете, вот в магазине. Потому что раз на раз не приходится. Может такое быть, что вы нашли вещь, которая стоит столько же, вот Zero, например, сколько она в магазине стоит новая. И это смешно покупать ее здесь там за 6 евро. Они же как, ну, один дурак продает, другой покупает. Я это так называю. И им-то без разницы, что у них висит и висит. Кто-нибудь там, не знаю, одуреет, купит, да? О-о-о. Знаете, вот есть такие люди, о-о-о. Там... Хочу срочно, давай, там это все, это мне по-любому бренд. Да есть такие реально. И, ну, чтобы самому себя не обмануть, нужно просто брать и начинать гуглить. Потому что я бы Оливер здесь, ну, ни за что бы не взяла за эти деньги. И H&M тем более. Пусть даже он чуть-чуть, конечно, в магазине дороже, но не до такой степени. Да, вот, made in Turkey. Ну, Тюркай. Понятно, что если Тюркай, зачем он мне за эти деньги, если он в Тюркае так стоит? Как-нибудь поеду в Турцию, да, и куплю. Ничего. А еще вещи можно по изображению искать. Допустим, если вы не видите фирму, да, можно сделать фото и по Google объективу найти эту вещь. C&A. Это очень дешевые вещи. И здесь она стоит 6 евро. Качество, кстати, неплохое.
Но она и в C&A стоит будет, ну, может, 15 максимум. Зачем я буду здесь за 6 покупать? Зачем? Это же чья-то ношенная вещь. Ладно бы мне ее за 2 евро там продавали, да? Но не за 6. Вот. То есть я считаю, в некоторых случаях, да, выгодно. Когда ты вот находишь реально вещь, которая, ну, там, не знаю, 50 стоила изначально, да, вот 50 она, допустим, стоила, тогда я, может быть, согласна была бы ну, как там, заплатить там, да, 6 евро, чтобы купить эту вещь. Но не когда она стоила 15, а я заплачу 6 там, или 7 за нее, или 8. То есть для меня это не скидка, когда это ношеное. Ношеное можно выбросить, вот на помойке можно найти. Здесь полно людей, которые не сдают. Да вообще, если честно, эти магазины иногда подбирают где-то эти вещи, да. И логически вот C&A 4,50 я уже брать не буду. Да. То есть где-то они, бывает, где-то собирают эти вещи. То есть не всегда это вещи, кто-то их сюда принес продавать там, или еще что-то. Иногда их просто где-то собрали. И да, есть брендовые, но это редкость. Вообще кто-то приходит, часто выбирает, да, или сами продавцы не дураки, там, если это брендовая вещь, они же тоже перебирают. И, конечно, они их продают подороже. То есть стараются навариться, во что бы то ни стало. Я пока ничего для себя, даже если честно, не подобрала. То, чтобы мне подошло, понравилось, допустим, да. Есть еще такой момент — ходовые размеры. То есть есть люди, у которых реально размер ходовой, да. Там, не знаю, 44-й. 44-го очень много сдают. Это на наши, да, по нашему 44-й. Вот как раз Элька 44-46, да. Вот. Ну, это красивая футболка, я ничего не скажу. Но нужно гуглить, сколько это стоит. Вот я сейчас очень хочу погуглить, сколько это стоит. Ну, в общем, этой кофты вообще не оказалось среди этих вещей вот этой фирмы. Но максимум, сколько вещь стоит у них, это 24 евро. И поэтому я не вижу никакого смысла. Вот сколько бонита вот это стоит. Сейчас посмотрю. Вот смотрите, вот за эту можно платить. Это я уже снимаю. Потому что она стоит 40-50 евро. Вот такая. Вот это моя Да, футболка. футболка, да. Вот нашла еще Франк Вальдер. Вот такая стоит 150 евро. А это 4 здесь. Вот тоже можно брать. Ну что, прогуляемся дальше.
Мне вот такие нравятся, но они по 6,50, тут 2 тарелки и чашка. 6,50. Мгм. Ну, у нас есть, понимаешь, Мгм. чайный набор. Мы неплохие взяли, кстати. Мгм. Не здесь мы брали, а у нас А, ну да. в Цахе. И китайские вот эти чайные наборы, которые мы купили. Мгм. О, нижняя барахолка. Здесь роман один. Вот смотрите, какой шкаф. Произведение искусства. 320 евро стоит такой. Вот столы вот эти тоже шикарные. Сильно Ну, понятно, старый. восстановлю. Так, я в книжном. Ну да, тоже ничего такого прям.